В эфире программа «Актуальное интервью» в студии Дарья Короленкова. Здравствуйте. В Якутии с 2023 года Министерством финансов республики реализуется проект «Финансовый экспресс». Проект разработан региональным центром компетенции по финансовой грамотности. «Финансовый экспресс» представляет собой серию выездных просветительских мероприятий в муниципальных образованиях республики, направленных на повышение финансовой и бюджетной грамотности для жителей сельской местности. О целях и задачах проектах и его реализации мы сегодня поговорим. Гостью у нас в студии Татьяна Борисова, руководитель регионального центра компетенции по финансовой грамотности Республики Саха-Якутия. Татьяна Иннокентьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, давайте начнем. Для начала расскажите, пожалуйста, поподробнее о самом проекте «Финансовый экспресс». Какие цели, задачи у него сейчас стоят и кто занимается, собственно, его реализацией? Стратегия повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры населения Российской Федерации у нас работает до 2030 года, то есть 2024 года. До этого была первая стратегия с 17 по 23 год. И согласно стратегии у нас в республике работает региональная программа повышения финансовой грамотности населения республики с 24 по 27 год. Наш центр финансовой грамотности работает с 2021 года. И, соответственно, проектов очень много различных мероприятий. Да? Мы проводим не только лекции, но и выездные мероприятия, конкурсы, мероприятия федерального масштаба, регионального масштаба, так и далее. То есть вот этот проект, именно «Финансовый экспресс», он у нас с 2023 года. Изначально мы его планировали как просто выезды в районы. И то, что этот проект стал популярным, скорее всего, да, скажем так, суть проекта «Выезды в районы». На сегодня мы побывали в 18 районах нашей республики. То есть здесь маловажен факт, скажем так, да, здесь, что государство идет в народ. Давайте так. Ага. Перед тем, как выехать в какой-то район, мы готовим заранее специалистов в том районе, потому что выезд 2-3 специалистов в дальний район – это тоже экономически невыгодно. Может выехать один сотрудник нашего центра, и, следовательно, подготовка начинается за месяц. То есть готовим педагогов, отправляем методическую литературу, да, педагогов, работников библиотеки, с администрацией муниципальных образований очень хорошо у нас работа отлажена. Управление финансов нам помогают, сотрудники Министерства внутренних дел по финансовому мошенничеству. Вот таким образом. А какие форматы чаще всего используются в работе? Какие они можно перечислить, рассказать? И по вашим наблюдениям наиболее какие востребованы? То есть работа финансового экспресса у нас с дошкольников до старшего поколения. То есть начинается, конечно, с мероприятия в детском саду. То есть это будут занятия или мастер-классы для педагогов, семинары для педагогов. Потом у нас идут... Раньше, если мы проводили для школьников лекции, то сегодня этот формат уже не интересен для детей. Сейчас интерактивные занятия. То есть сейчас у нас идет лекции, квиз-игра может быть, интеллектуальная игра, деловая игра. Очень детям нравится, да? И, конечно же, потом для взрослых. Если взрослых брать, то домашняя бухгалтерия, оказывается, очень стала интересной. То есть люди, вот буквально в прошлом году, в октябре, съездили мы в Булонский район, и люди говорят, что они так открыто про деньги не разговаривали никогда. Просто расчет доходов, расходов, да, как правильно закрыть кредит, вот это интересные вещи, налоговые вычеты, да, и, следовательно, как накопить. Такие простые, кажется, вопросы, но они очень актуальны. А кто является аудиторией проекта чаще всего? И какие слои населения могут участвовать в проекте в целом? Аудитория проекта у нас широкая, вот начиная с детского, с дошкольного возраста, да, заканчивая, конечно же. В основном наша цель это трудовые коллективы. Трудовые коллективы в основном мы собираем в администрациях муниципальных районов, в администрациях руководителей, начальников отделов кадров, те, кто работают с кадрами, да, начальников структурных подразделений, средства массовой информации, то есть пресс-службы организации, и проводим лекцию по стратегии. А потом уже по их желанию и желанию проводим мероприятия уже на площадках в трудовых коллективах. Они выбирают, мы темы им даем,
тем у нас очень много, и выбирают. И, соответственно, во время нашей командировки мы успеваем, например, за 2 дня мы можем провести 12 мероприятий. Каждый день по 5, по 6. А что за темы чаще всего? Вот? Темы разные. Вот, как я говорила, лекции с учебных заведений, уроки, да, и заканчивая мастер-классами, мероприятиями. Вот недавно, в декабре, мы были в Алданском районе, в селе Нижний Куранах и Хатастыр, проводили семейный фестиваль. То есть там ярмарка самих же жителей, да, продажа, уроки, игры, мероприятия, таким образом. То есть привлечение населения. В первую Обязательно, очередь. вот, чтобы Обязательно, да. привлекали. Мгм. Ага. В 2024 году вот проект «Финансовый экспресс» занял первое место в номинации «Лучшее обучающее мероприятие». Да? И вот на всероссийском конкурсе проектов по представлению бюджета для граждан. Вот, получается, проект представлен и на федеральном уровне. Да, у нас проекты предоставляются каждый год с 2021 года. Есть каталог лучших практик по финансовой грамотности регионов Российской Федерации. Мы с 2021 года попадаем в этот каталог. И вот по проекту бюджета для граждан в 2024 году наш проект «Финансовый экспресс» тоже стал победителем. И также хочу сказать, что у нас по итогам отборочного этапа конкурсной комиссии уровень субъектов Российской Федерации оценивается финансовой грамотности, да, и мы в этом году попали в 13 субъектов Российской Федерации, финал конкурса «Столица финансовой культуры». А как получилось вот вступить в проект? Ну, Подать заявку? получается, там рассматриваются все наши мероприятия. У нас ежегодно проводится мониторинг уровня финансовой грамотности населения. В прошлом году участвовало у нас 3000 респондентов, в этом году 2,5, например. Да? И вот вся эта статистика у нас собирается в Министерстве финансов, следовательно, Российской Федерации, и уже здесь выводятся вот такие выводы. А, Татьяна Никитина, расскажите, а что там по статистике чаще всего, что улучшилась у нас финансовая грамотность населения? Ну, если статистику брать, положительные элементы, здесь можно сказать, что в этом году у нас финансовое мошенничество намного стало ниже. Намного. Это вот в республике? Да, в республике, если у нас идет анализ 2021 года, то в 2023 году у нас уже в республике при Министерстве внутренних дел открылось управление по борьбе с киберпреступностью. Мы с ними совместно работаем по этому направлению. И, следовательно, был всегда прирост до 2023 года в двойном размере. В 2021, 2022, в 2024 году где-то процентов уже, наверное, тоже 70 было, скажем, да, прироста. Но в этом году примерно на 30% упали показатели. Здесь работа не только профилактики финансового мошенничества, да, и, конечно же, уровня законодательства. То есть принимаются законы, правила поведения, да, граждан в отношении финансовых мошенников, киберпреступлений. Ну и ограничительные меры же появились. Да, то есть в законодательстве тоже очень большие изменения. Это влияет положительно на уменьшение количества преступлений, также, конечно же, в денежном выражении тоже. Что планирует Центр вот в этом году? И давайте сразу анонсируем интересные мероприятия года для жителей Якутска и районов. Проектов, как я говорила, очень много. В этом году мы проводим 3 апреля примерно, да, мы запланировали 1-3 апреля. Это 7-й республиканский семейный фестиваль «Семья. Инвестиции в будущее». Ежегодно принимает очень большое количество не только жителей нашей республики, но и гости. Даже другие регионы, конкурсов очень много, мероприятий, очный формат, да, 3-го дня фестиваля. Выездные лекции, выездные мероприятия для детей, для трудовых коллективов. Да? Это самый большой наш проект, давний, скажем так. И, конечно же, участие в федеральных проектах. Финансовая перемена, то есть это конкурс для педагогов по метод-разработкам по финансовой грамотности. Мы здесь участвуем уже 4-й год. Так, дальше у нас в этом году будет 3-й семейный фестиваль по инвестициям и сбережениям всероссийский тоже, да, на базе финансового университета. В прошлом году семья из Мигино-Конгладского района, семья Павловых, заняли 7-е место в России. То есть попали в финал, следовательно, мы готовим вот эти семьи, да, вот представителей, скажем так. Также у нас планируется
То есть завершился конкурс журналистов по финансовой грамотности, уже второй конкурс в этом году. Итоги подведем на площадке фестиваля. И, соответственно, много мероприятий. Я вот даже... А когда пройдет этот фестиваль? Фестиваль с 1 по 3 апреля. И, то есть форматы будут разные или только вот подведение итогов, какие там будут Форматы направления? фестиваля целый день у нас будет, там мастер-классы, мероприятия, лекции, ярмарки продажи, концерт детей. Они даже в этом году мы планируем постановку сказок по финансовой грамотности среди детей младшего школьного и дошкольного возраста. А будут ли лекции какие-нибудь для взрослых? Лекции обязательно, они у нас идут первые 2 дня, как в очном, так и в дистанционном формате. Также у нас есть лекции уже записанные. А, то есть заранее нужно будет Заранее записать? можно. Нет, заранее мы записываем, и по, скажем, просьбе, да, по пожеланию трудовых коллективов мы можем эту лекцию им предоставить. И сейчас много записались? Как вы желание? Много. Где-то тем у нас порядком более 10. 10 тем будете разбирать. А вот какие самые вот востребованные будут? И чаще всего люди спрашивают, ну вот, Так, например, если привести. Направление по финансовой грамотности – это у нас личные финансы. Здесь мы рассматриваем не только семейный бюджет, да, но и корпоративные, государственные финансы. Второе направление – это у нас, конечно же, налоги, налогообложение. Следующее – это у нас банковские продукты все, начиная от кредитов, ипотеки, да, страхования, так и далее, банковских онлайн-сервисов, продуктов, программа долгосрочных сбережений. Следующее – это у нас страхование, то есть как правильно страховать имущество, да, жизнь человека, так и далее, какие виды есть. Инвестирование, инвестиции, потом у нас идет финансовое мошенничество. В основном в этих направлениях мы работаем. Ну, направления очень, скажем так, широкие. Да, не скажешь одним словом, конечно, если туда через какие-то функции, функциональная грамотность, не только финансовая грамотность, идет через функциональную грамотность. То есть через какие-то, пусть это будут произведения, да, пусть это будут какие-то направления, вот таким образом. То есть всеми путями, скажем так. Татьяна Иннокентьевна, спасибо, что сегодня к нам пришли. Действительно интересно. Надеюсь, фестиваль пройдет с успехом. Спасибо. Я напомню, это была программа «Актуальное интервью». До встречи.